В этом году 18 мая в Берлине провели на Постдамской площади. На траурный митинг, приуроченный 80-й годовщине депортации крымских татар, приехали из Польши и из разных городов Германии. В Берлине очень, на удивление, много крымских татар. И такие даты для нас являются поводом встретиться друг с другом. И не только в Берлине, на самом деле, с разных уголков Германии съезжаются люди. Мою бабушку и мою прапрабабушку и прапрадедушку депортировали. И по дороге ее брат и сестра умерли. Помнить о жертвах чудовищной трагедии 1944 года и рассказывать об этом другим – это наш священный долг. Крымским культурным центром «Кермен» в этом году, к 80-й годовщине депортации крымских татар, запланирован ряд мероприятий. Это выставки, круглые столы, показы фильмов, которые пройдут в разных городах Германии. Каждый год бываю здесь, всегда это напоминание. Маму, папу, дедушку, бабушку, все эти зелер, это депортация, эти слезы. Память о них я каждый год здесь, каждый год с народом, с нашим крымско-татарским. В акции приняли участие представители различных общественных организаций, а также немецкой прессы. Памятное мероприятие провели также и в Казахстане, в городе Алматы. Организатором выступил культурный центр крымских татар «Ватандаш». Здесь прочитали молитву, делились воспоминаниями о ссылке. Завершили День памяти жертв депортации минутой молчания. Скорбную дату не забыли и в Литве. В Вильнюсе в музее-усадьбе Маркучай были открыты две выставки – «Выжившие в дороге смерти» и «Крымские татары на фотографиях 20 века». Материалы для выставки представлены журналистом Зерой Бекировой и коллекционером Низами Ибрагимовым.